Посидели мы до 10 часов, уже 11 час. Мы сейчас пойдем, поднимемся через парк и в кофейню на Московской Бленд. Вот у нас такой вот был зонтик пляжный, коврик. Владимир Николаевич собирает свою стойку, вещи. Вот. И мы сейчас будем выдвигаться, попить кофе. За последние 4 месяца, по-моему, это будет первый кофе, который мы будем покупать в кафе на вынос, вместо того, чтобы его попить дома. То есть вот такие мы очкуны. Но надеюсь, что это не принесет нам плохих последствий, хотя я вот прям уже трясусь от страха. Но ничего, как-нибудь проживем. Вот. Я такая сегодня не накрашенная девчонка. В маске свиньи. Крю-крю-крю. Вот. Ну мы счастливы. Мы счастливы. Хэппи-хэппи. Хэппи. И вам желаем счастья и любви. Море покрылось отдыхающими. Все уже сидят, кто-то спортом занимается, кто чем. А мы линяем отсюда в парк теперь и в кофейню нашу любимую. Вот. Поднимаемся вверх. Ой, хорошо-то как. Спортивно. Ой, как тяжело подниматься вверх. Все, я позанималась спортом. Поставьте галочку мне где-нибудь. Фух. Спорт — это здоровье. Это круто. Я преодолела лестницу. Ура! Вот так это все выглядит с высоты. Обожаю море. Релакс полный. Тут еще вот так хорошо лесом пахнет, цветами, вот этими белыми. Так приятно, хорошо. Человеку иногда нужно отдыхать. Я поняла только сейчас, как я устала. За неделю работы и вообще. Я не помню, когда у меня были какие-то выходные. Да, в принципе, меня устраивает вот такое воскресенье, да? Оно меня вполне устраивает. Расскажите, как вы любите отдыхать. Отдыхали ли вы когда-нибудь? Или часто ли вы отдыхаете? Вот такой вопрос. Пишите комментарии. Они там что-то подрались немножко, даже эти кошки. Вот сколько кошечек. Кошечки зеленоградские. Красивые. Коты. Коты. Привет, коты. Там вот тоже много котов. Вот кот. Это кошка. 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 Здравствуй, кошка. Привет. Привет, кошка. Вот они какие хорошенькие. Зеленоградск, город кошек. Ты красавчик. Какой ты красавчик. Этот с белыми усами такой красивый. Все красивые. У меня у ребенка аллергия на кошек. У нас мопс дома. Мы только снимать можем на видео. И кормить, да?
идем дальше. Забегала. Конечно, когда-то у меня был кот. Давно-давно. Потом у ребенка началась дикая аллергия на него. Астма началась в 3 года. Вот как выглядит Санта-Муэрте. И мы не могли больше заводить котов, кошек. Только любоваться со стороны, к сожалению. И у нас теперь шобака. Шобачка мамина. Там сколько кувшинок. Вот. Сейчас посмотрим. Ага, вижу уже отсюда даже зеленый покров такой озера. У прудика. Как пойдем? Ну, направо, наверное. А, нет, влево, с левой Нам стороны. в любую Давай сторону. с левой стороны мы как раз выходим к этой кофейне. Мы к кофейне в любую сторону выходим, но с левой стороны ближе получается. Да. Видите, какие красивые дорожки. Вот это велодорожка, это пешеходная. Тут прудик. Красота. Обожаю Зеленоградск. Не была так долго. Даже это слезу пробивает. Как хорошо. Как я счастлива отдыху своему. Вот сколько уточек. Ну-ка. Мы до этого снимали кошечек. Сейчас будем уточек снимать. Вов, это, достань у меня из сумки немножко там. Да ладно, давай. Хорошо, на обратном. Ну, сейчас я их сниму хотя бы для вас. Уточек. Такие красивенькие. Они здесь очень ручные. Ну, они так, видите, какие хорошенькие. И вот там желтенькие кувшинки расцвели. Их так много-много расцвело. Такая красота. Так что вот такие ути. Они почти не боятся меня. Так. Ты видел, Вова, сколько желтых кувшинок расцвело? Такие красивые. Ты знаешь. Очень красивые. Давай здесь пойдем. Куда? Рыбаков. Рыбаки? Ага, вот точно. Рыбу ловят. Правда. Грибочек. Вот эти вот инсталляции грибов в этом парке меня очень всегда веселят. Здесь стоят огромные грибы. То тут, то там разнообразные. И мы их все время так вот рассматриваем. Такие интересные. Грусть настоящий. Как будто бы они настоящие, эти грибы, да. Видишь, даже в названии настоящий. Да, настоящий. Вот. Написано же. Настоящий. Какая красота. Это кто? Поганка. Видите, бледная. Вот так она выглядит. Если такую съесть, можно ай-яй-яй. Очень здесь мило. Такой домик посередине озера, смотри. Угу. Там тоже ути сидят. Для уточек. Да. Ути. Пути. Налево, нет? Нет, нам туда. Вот Остановите гибель лебедей. Особенно опасен хлеб. Лебеди замерзают во льду. Делитесь своими знаниями. Вот. Аттракцион кормления, забава взрослых и детей убивает лебедей. Ну и правильно, что написали. Я тоже с этим солидарна. Вот какие кувшиночки красивые. Как хорошо.
Обожаю этот парк. Он шикарен. Наша любимая кофейня. Здрасте. И можно будет купить кофе на вынос. Привет. Привет. Ты хорошая собачка. Камера. Камера. Вот так-то. Ты хаски или лайка? А вот пионы тут стоят еще. Маки. И санитарный гель. И собачка, которая охраняет, да? Ты охраняешь? Какая хорошая собачка. Тут тортики есть. И газировки еще. И круассаны есть. Да, неснятая еда не лезет в рот. Вот наш кофе, наш столик, стульчики. Мы сейчас присаживаемся и будем пить кофе. Ха-ха-ха. Пили мы кофе. Пошли. Это лево, да? Пошли прогуляемся сейчас. Может, на променад сходим. Вообще, я бы прогулялась и по Курортному проспекту, конечно. С вещами не очень удобно. С вещами неудобно, да. Но мы же сегодня не в отеле, мы пешим ходом. Да. Я могу помочь нести, естественно, так что... Вот, так что мы продолжаем нашу прогулку. Кого он потащил? Червяка, что ли? Нет. Какой интересный. Кузнечика и козявку. Как козявку. Козявку потащил. О, не вступ... Там слизень вышел, не вступай в него. Видишь, все в слизнях? Да, да, да. Смотрите, видите, какие? Ходят рогатые, а потом их кто-нибудь сшибает ногами. Вот очень опасно, надо под ноги смотреть, чтобы не убить слизня. Угу. Ну это же живое существо так-то. Ты знаешь? Да. Понимаешь. Понимаю. Это... Не будем об этом. Что-то ты можешь контролировать, что нет. Ну, свои ноги я могу контролировать. Но И могу тебя предупредить, чтобы ты не... тоже не проследишь. Поэтому... Да. Как бы... Но я бы не хотела, чтобы слизень погибал. Ну, осознанно, если не хочешь, то тогда да. Я просто слежу, чтобы не вступить в него, и все. Такой вот тортилин прудик. Вот эта ива, я ее обожаю просто. Она такая красивая. Киська! Мяу, ты хочешь есть? У меня только печенье. Ты ведь не кушаешь печенье, верно? Кудряшка. Да, киська. Столько здесь кошек. Мужчина говорит, забирайте. Да, и понятно, вот сухарики лежат. Мужчина говорит, забирайте. Нам куда забирать? Я бы забрала. Я бы с удовольствием забрала. В парке, кстати, гораздо теплее, чем на море. У моря какой-то немножечко прохладный ветерок, а в парке прям красота. Как? Тепло, хорошо, мне нравится. Можно посидеть в парке, если захочешь. Если хочешь, посидим. Давай. Вот, лавочку нашли. Присядем. Ой, хорошо-то как. Комфортно, удобно. Ух ты! Я думала, ты поздороваешься хотя бы. А мы ногу задираем. Да, там еще есть. Далеко будет.
Там грибы стоят. Вот, те дети трутся около грибов. Ой, я убила ее. Я случайно убила маленькую кракозябру. Я мошку убила. Зеленую. Так обидно. Чувствую себя плохо из-за этого. Отдохнули немножко, пошли дальше. Птички щебечут. Еще один гриб. Белый. Дети очень любят грибы. Эти большие. Где? А, вон лисички, да, там. Лисички. У меня зашкаливает сегодня вентиляция легких природным воздухом. Без газов. Без атмосферных этих автомобильных выхлопов, да. Прям чувствую внутри насыщение кислородом. Без хлора. Все без хлора. Потому что в Калининграде теперь ежедневно пахнет только хлором. Там так все дезинфицируют. Вот перед парадом Победы это мы вам рассказали. А до этого не рассказывали. Идешь с собакой вечером гулять. Уже под ночь, там в 22-23 часа. И вот обработают они дорогу. Такая стоит. Такой аромат хлором. Идешь, думаешь, да, то ли вот я прогуляться, на природу вышел, то ли что. Ну, вот пока к пруду не спустишься, идешь вдоль дороги, ужас, как пахнет этим хлором. Потом спускаешься к нижнему пруду. Все нормально. Запаха нет. Но у дороги пахнет, правда пахнет сильно. Вот. Собаку пришлось переносить. Собаку да, когда мы, вот, допустим, сталкиваемся с этими, дорога же мокрая, вся в хлоре, там же раствор хлора. Собаку переносим, чтобы собака не вступала ногами в этот хлор, естественно, через дорогу. Так это все выглядит. Здесь пройдем, чтобы показать как раз. Тут вот есть дворы зеленоградские. Вот так все посажено. Запах стоит потрясающий. Аромат, конечно. Так вот дорожечки. Видите, дома стоят такие. Да. Тут все туя, забор. Но, конечно, Зеленоградск шикарный город, красивый. Мне он очень нравится. Вот, например, уже частный такой дом. Я так понимаю, на 4 хозяина, да, Вов? Не знаю, я знаю, что 4 или 8. Или в этом, или в Сейчас покажу его. Все в розах. Такой вот старенький домик, видите? Такие розы. Какая красота, беседка. Тут ландшафтный дизайн, козочка стоит, гномик. И вот такой дом. В Зеленоградске много таких домиков. Они очень красивые. Мне они очень нравятся. Вот следующий, например. Тоже очень приятный дом. Он вроде бы старый, да, но выглядит очень приятно. Сейчас покажу. Видите? Это еще старый немецкой постройки домик. Ну как же красиво, верно же? Люди живут здесь. И, естественно, кот на автомобиле. Ну а как же иначе, да? Да нет, ну куда же ты? Полдня за тобой бегать, чтобы сфотографировать, и потом еще полдня, чтобы фотографию отдать.
Да ты моя хорошая. Смотри, как шиповник цветет здесь. Так приятно. А вот тут вот опять это смешанные цветы, как мы видели в ботаническом саде, что на одной кусте разного цвета цветочки. Пахнет он тоже очень хорошо. Вот видите, такой тоже домик есть. А если туда так пройти, там много всяких разных домиков. И вот мне нравятся заросли шиповника здесь, такого декоративного, красивого. Он же весь, вот у нас много разных видов его. Есть вот такой вот помельче цветочки, да, вот такие розовые. Есть яркие, большие, такие красные, розовые бутоны. Темно-розовые, ярко-розовые. Белый есть шиповник. Вот очень много видов здесь. Разных. Карта. Какая карта? На. Владимир Николаевич карточку потерял. Говорит, у тебя карта. Испугал меня. Я же автоматически вот что-то беру. И все, это пропадает потом. Тоже автоматически. Видите, навес сделали для машины. Так мило это все. Собачка вон лежит, такая хорошая овчарочка. Тут розы. Вот розы очень в обилии у нас растут в Калининградской области. Выращивают розы, очень любят розы люди. Нас тоже, вот я не далее как вчера, прям фотографировалась опять этими розами. И на видео мы снимали, не далее как вчерашнем, тоже целые кучи роз. Целый розарий снимали, если вы помните. Так, нас хотели поджать. Оп. Надо скорее переходить дорогу. Вот такая улочка. И дорожка желтым выложена кирпичом. Мне нужно задать тебе вопрос. Минуту. Куда мы идем? А ты хотел на променад или это я хотела? Ну вот здесь выход. Нет, мы сюда пойдем. Давай. Вот велодорожка, которую строили. Из-за нее разобрали часть вот этого кафе там, да, вот. 20-й. Или 20-й меридиан, по-моему, называется кафе. Вот его часть разобрали. И вот сделали вот эту дорожку. Вот. Мы по ней решили пройти на променад. Прогуляться немножко по променаду. Небо уже совсем другое. Тепло стало. Люди купаются, да, вон там спокойненько. А вот где Народу не так много, потому что отдыхающие заедут 1 июля из других городов. Ну, по крайней мере, отели открыты для жителей не Калининградской области, только с 1 июля. Сейчас все отели открыты, но только для жителей Калининградской области. Ну, по крайней мере, все наполнено людьми. Также, да, все равно. Хоть их и не очень много на пляже, но очень много на променаде. И пахнет едой уличной. Везде
Все продают. Покупать можно еду, какую хочешь. Кушать, сколько тебе влезет. И кофе пить без проблем. Людей очень много. Очень. Целая куча народу. И море. Наше любимое. Видите, ресторан в этом, в Самбии, сделал просто летнюю вот такую вот кухню и все. Столики. Очень удобно. Уличные также всякие вот открыты. Кухни, кафешки на вынос. Кофе. Батуты работают. Русалочки. Много очень людей отдыхающих. Все радуются жизни, ни о чем не переживают, не беспокоятся. Давай сойдем с велодорожки. Люди отдыхают на пляже. Вот тоже летнее кафе сделали. Это уже у нас называется, по-моему, Пеперончино, да? Или Папаша Беппи? Нет, Папаша Беппи. Папаша Беппи. Пеперончино получше, классно. Да уж точно. Торговля тоже развернута, так более-менее. Продают и сувениры, и все. Без проблем. Мы поняли, что мы нагулялись и, наверное, начинаем собираться в дорогу домой. Потому что уже мы столько с 7 утра выехали, в 7 утра из дома. И как-то уже устали немножко. Мы же в этот раз не селились в отель. Мы на ногах, мы насиделись у моря, надышались, в парке нагулялись, кофе напились. Все сделали, променад сняли. И думаю, что нам надо, наверное, уже и выдвигаться домой. Вот. Так что мы вызвали машину, чтобы нас увезли. Но мы очень счастливы, что приехали сюда. Находились, надышались, море насмотрелись. И, конечно, желаем, чтобы после поправок в Конституцию нас не закрывали на карантин, а чтобы продолжилась та же тенденция, что потихоньку снимались бы ограничения,
В разумных пределах. В разумных пределах. Главное, чтобы это не вредило ничьему здоровью, да? А именно, чтобы все выздоравливали, чтобы никто не болел, чтобы это все уходило. Мы этого очень желаем, очень хотим. Вот, молимся за это постоянно. Что пусть все будет мирно и хорошо у нас везде. Конечно, с трудом пока верится. Мы мало доверяем, да, тому, что происходит, но стараемся доверять миру и доверять Богу. То есть, как Он нас ведет, так пусть и будет. На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний репортаж. Ух ты, какие сувенирчики красивенькие. И собираемся домой. И всем пока. До новых встреч.